Зачитаем резолюцию сегодняшней конференции. Для того, чтобы наша конференция имела результат, необходимо принять официальную бумагу, которая затем, буквально в понедельник, будет разослана во все инстанции Украины. 21 правительственный адрес, всем депутатам и всем советам по Крыму. И в этой резолюции как раз и будет подведен итог тому, что мы должны сделать для того, чтобы власть нас наконец увидела. Увидела через все преграды, через все препятствия, через все то искажение информации, которым пытаются нас заблокировать. Проект. Резолюция итоговой конференции Крымско-Татарского народного фронта. По состоянию на 13 мая 2012 года власти Украины и Крыма проигнорировали все попытки крымско-татарской общественности установить с ними официальный диалог, долгосрочное партнерство и сотрудничество в вопросах восстановления прав и реабилитации репрессированного крымско-татарского народа в независимой Украине. Власти Украины и Крыма проигнорировали требования крымских татар о разработке, принятии и введении в действие закона Украины о восстановлении прав и реабилитации репрессированного крымско-татарского народа. Вместо закона о реабилитации крымско-татарского народа крымским татарам пытаются подсунуть законопроект о восстановлении прав лиц, депортированных по национальному признаку, не отвечающий ни нормам международного права, ни исторической справедливости в отношении репрессированного крымско-татарского народа. Все это свидетельствует о том, что в Украине продолжает проводиться политика геноцида крымско-татарского народа, выражаемая в многолетнем уклонении украинской власти законодательно реабилитировать крымско-татарский народ, восстановить его государственность, равноправие, политические и имущественные права, которыми крымско-татарский народ обладал на момент начала геноцида 18 мая 1944 года. В связи с вышеизложенным мы, участники итоговой конференции КТНФ, решили начать с 15 мая 2012 года голодовку ветеранов национального движения крымских татар и исполкома Крымско-татарского народного фронта в знак протеста против игнорирования властями Украины и Крыма инициатив Народного фронта, направленных на законодательное восстановление прав и реабилитацию репрессированного крымско-татарского народа. Местом проведения голодовки определить площадь Ленина, город Симферополь. Второе. 18 мая 2012 года провести чрезвычайное общенародное собрание на площади Ленина в Симферополе силами ветеранов национального движения крымских татар и Крымско-татарского народного фронта. Третье. Поручить исполкому КТНФ обратиться к широкой международной общественности с призывом защитить права крымско-татарского народа путем применения мер и действий, направленных на ограничение участия украинского государства в международных политических, экономических и гуманитарных проектах до полного восстановления прав и реабилитации репрессированного крымско-татарского народа в независимой Украине. Четвертое. Назначить на 18 октября 2012 года, День образования Крымской АССР, проведение второго чрезвычайного общенародного собрания крымско-татарского народа с целью обсуждения действий властей Украины и Автономной Республики Крым в свете решений, принятых первым чрезвычайным общенародным собранием. На наш взгляд, только такие, может быть, жесткие и однозначные меры позволят пробить глухую стену молчания. Вы прослушали резолюцию нашей конференции. Какие-то дополнения есть, замечания? Возражения какие-то? Есть дополнение. Решение Государственного совета обороны о выселении крымских татар. Под решением стояли подписи всех руководителей Президиума Верховного Совета, секретарей ЦК, министров госбезопасности о нашем выселении. И нынешние страны СНГ непосредственно несут ответственность за этот акт. Поэтому я предлагаю включить туда пункт
СНГ как правопреемникам СССР с требованием, чтобы они в своих отношениях с Украиной напомнили о том, что украинская делегация голосовала за декларацию о восстановлении прав репрессированных народов на первом съезде народных депутатов. Никто из украинской делегации не голосовал против, но потом господин Кравчук и прочие микронационалисты все это затерли. Правильно. Я хочу добавить, во-первых, я считаю, что неуместно будет писать 18 октября. Почему? То есть мы даем возможность какое-то время, оттяжки, вот мы думаем, раздумаем и прочее. В этот момент я считаю, что надо, прежде всего, мое мнение убрать. Мы, если говорим о голодовке, мы должны сказать о том, о бессрочной голодовке. Может, они возьмут и 19 мая примут этот закон. Поэтому я считаю, что этот момент надо убрать. Второе. Срочно вот такой эту резолюцию к саммиту СНГ надо отправить в Россию, в Москву, на имя Путина. Это как раз то, что в том плане, что Рифат сейчас сказал, на саммите как раз этот вопрос должен быть поднят. Вот у меня два таких дополнения к данной резолюции. Так. Дело в том, почему был вставлен пункт о 18 октября. Как мы убедились, власть ни на какие переговоры 2, 3 или даже 5 человек делегаций абсолютно не реагирует. Власть реагирует только на огромные скопления народа. 18 мая скопление народа всегда есть. Следующая страшная дата для власти, я не боюсь этого слова, страшная, должно стать еще одна дата в году, когда 18 мая мы будем ставить власти задачи, а 18 октября спрашивать о выполнении. И вот для этого мы только ввели вот эту вторую дату, 18 октября. Потому что 18 мая нам закон не предоставит 100%, а ждать следующего 18 мая слишком долго. Именно поэтому ввели промежуточную дату, ровно через полгода.